Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Ачамчире прошли памятные мероприятия к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Плановые показатели по начислению таможенных платежей ГТК за прошлый год перевыполнены. Мэр Сухума Беслан Эшба встретился с делегацией Нижнего Новгорода во главе с заместителем главы администрации Леонидом Стрельцовым. В Ачамчире прошли памятные мероприятия к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Церемония возложения цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии, торжественный вечер и фотовыставка. В мероприятиях принял участие президент Аслан Бжани, а также вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба. Из Ачамчиры репортаж Асиды Мали смотрите в следующем выпуске. Выставка, открывшаяся в Ачамчирском доме культуры к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш, объединила около 30 фотографий, сделанных в разное время политической деятельности Сергея Васильевича. Герой Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша первой степени Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Яркий и мудрый политик, решительный и волевой человек Сергей Багапш был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, он сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Политик, внесший неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Именно так можно характеризовать роль Сергея Багапш в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости Республики Абхазия. На выставленных здесь фотографиях запечатлены самые важные моменты встречи с лидерами других государств. Фото Сергея Васильевича среди своего горячо любимого народа. День признания независимости нашей страны, Российской Федерации и другие. Диана Пиля избрана председателем Конституционного суда Абхазии. Заместителем председателя избран Рауль Панти, судьей и секретарем Людмила Ходжашвили. 1 марта истек срок полномочий бывшего председателя Конституционного суда Людмилы Ходжашвили, ее заместителя и судьи-секретаря. Согласно закону, были проведены очередные выборы. В МИДе прошла встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с программным менеджером ПРООН в Абхазии Вардоном Ходжа. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно деятельности ПРООН в республике. Инал Ардзинба обратил внимание представителя ПРООН на публикацию на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID информации с указанием целей и задач финансирования ПРООН со стороны данной американской структуры, а именно деоккупация Абхазии и противодействие пагубному влиянию Кремля. Инал Ардзинба отметил, что такого рода публикации наносят ущерб репутации ПРООН как подразделения ООН и противоречат целям устава ООН. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии составляет более 20 миллионов долларов США. Инал Ардзинба сфокусировал внимание на конкретных фактах финансирования абхазских информационных ресурсов, предпринимающих попытки дестабилизирующего воздействия на общественное мнение в Республике Абхазия. МИД Абхазии ожидает от ПРООН не позднее 7 марта опровержения на официальном сайте организации цели проекта, финансируемого USAID, а также публикацию информации с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, цели, задачи и объемов их финансирования. В случае, если опровержение не будет опубликовано, МИД Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования. В 2023 году плановые показатели по начислению таможенных платежей ГТК были превышены на 826 миллионов рублей. План был выполнен практически по всем видам платежей, за исключением таможенной пошлины по экспорту. В Государственном таможенном комитете Абхазии подвели итоги работы и наметили план мероприятий на этот год. На коллегии присутствовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов. Алика Трапш расскажет подробности.
В 2023 году показатели по начислению таможенных платежей превысили плановые значения на 826 миллионов рублей. С 1 января прошлого года таможенные органы Абхазии перешли на применение классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Поставленные перед таможенными органами задачи были выполнены в полном объеме, сообщил председатель ГТК Отар Хеция. Значимым событием 2023 года стало принятие нового таможенного кодекса, который вступает в силу с 1 января 2025 года. Нам предстоит большой объем работы по его полноценному внедрению в работу таможенных органов. В связи с этим ответственным структурным подразделением таможенного комитета реализацию данной задачи сделать приоритетной. Наша задача максимально облегчить и упростить перемещение товаров через таможенную границу, создать комфортные условия для ведения бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность нашей республики. Объем начислений таможенных платежей за прошлый год составил 3 миллиарда 673 миллиона рублей. Плановые показатели были выполнены практически по всем видам платежей, за исключением таможенной пошлины по экспорту. Невыполнение плана связано с временным снижением экспортной ставки на лом черных металлов. В сравнении с показателями за предыдущие годы, показатели 2023 года значительно выросли. Наблюдается увеличение объемов таможенных платежей на более чем 748 миллионов рублей. Объем внешней торговли Абхазии вырос на 4,9%, объем импорта на 26,5%. Внешний торговый оборот по импорту Республики Абхазия в 2023 году составил 41 миллиард 693 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом в номинальном выражении увеличился на 26,5%. В абсолютном выражении это на 8 миллиардов 725 миллионов. По данным таможенной статистики, динамика импорта республики положительная. Небольшой спад наблюдался лишь в период начала, за эти годы, в период начала пандемии коронавируса, где объем импорта незначительно сократился до 19,7 миллиарда рублей. Если в 2018 году объем импорта составлял 18,5 миллиардов рублей, то в 2023 году данный показатель вырос на 125%. Анализируя статистические данные за последние 3 года, можно констатировать факт наращивания роста импорта республики с 2021 года на 39,6% или на 11,8 миллиардов рублей в абсолютном значении. Суммарный объем внешнеторгового оборота Абхазии составил более 49 миллиардов рублей, что на 9 миллиардов 72 миллиона рублей больше, чем показатели 2022 года. На долю импортного товарооборота пришлось 41 миллиард 693 миллиона рублей. Экспортный товарооборот составил 7 миллиардов 310 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что в первом квартале 2023 года Главным управлением совместно с Министерством экономики была проведена работа по внесению изменений в таможенный тариф Республики Абхазия. И с 1 апреля 2023 года новые ставки ввозной таможенной пошлины вступили в силу, в результате чего в бюджет Республики Абхазия дополнительно поступило порядка 100 миллионов рублей. Также с подробными отчетами о проделанной работе за 2023 год выступили и начальники других отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что на сегодняшний день ГТК формирует собственную часть доходов бюджета в объеме 64%. И это достаточно высокий показатель, который дает возможность выполнять основные задачи, функции, возложенные на государство. Сегодня в докладах прозвучало о том, что с 1 января вступят в силу достигнутые ранее договоренности и намерения по обмене форм таможенного контроля в электронном виде. Это очень важный аспект, на который стоит обратить внимание после введения в действие со следующего года нового таможенного кодекса. Большая часть таможенных процедур, так или иначе, уважаемые коллеги, будут подвержены автоматизации. И к этому надо обязательно идти и большими шагами, темпы в этом плане наращивать. Это очень важный аспект. Дело в том, что без взаимодействия синхронного сложно будет. Сложно будет прежде всего
мы на что нацелены все вместе? Создать комфортные и прозрачные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу и взаимодействие в сфере таможенного сотрудничества. В 2023 году сделано многое. Реализовано множество стоящих перед таможенными службами задач. Однако в предстоящем году планов намечено ничуть не меньше. В частности, введение аэропорта и то, о чем говорилось, что необходимо проведение обучения сотрудников для того, чтобы правильно организовать таможенный контроль в аэропорту, работы над досмотровой техникой. Я понимаю, что это важнейший вопрос, и те люди, которые пройдут обучение, это будет золотой фонд Государственного таможенного комитета. Организация защищенного канала связи между ФТС и ГТК, обмен опытом правоохранительных блоков таможенных служб и многое другое. В этой связи я уверен, что мы, уважаемые коллеги, не понизим тот высокий уровень и результативность нашей совместной работы, достигнутые за предыдущие годы. По итогам коллегии работа Государственного таможенного комитета за 2023 год была признана удовлетворительной. Также был утвержден план работы таможенного комитета на этот год. Алика Трапшнар, Соуцулукия, Абхазское телевидение. В Гагарском районе Абхазии проводятся усиленные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на повышение мер безопасности. Это связано с Всемирным фестивалем молодежи, который проходит в эти дни в Сочи. Подробности в материале пресс-службы МВД. В связи с проведением на федеральной территории Сириус Всемирного фестиваля молодежи в Гагарском районе проводятся усиленные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на повышение мер безопасности. Рейды проходят под личным контролем министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут. Совместно с сотрудниками УГАИ службу на постах ДПС несут сотрудники оперативных подразделений Центрального аппарата и СОБР МВД. Данная работа направлена на выявление лиц, ранее осужденных за тяжкие преступления, такие как незаконный оборот оружия и наркотических средств, на выявление лиц, представляющих оперативный интерес, а также водителей, пребывающих за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники также работают на предотвращение нарушений общественного порядка и безопасности, недопущение иных противоправных действий. При проведении данного мероприятия были выявлены граждане, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ. Так, у гражданина было обнаружено наркотическое средство мефедрон. Также выявлены лица, способные оказывать влияние на криминогенную обстановку в районе, в отношении которых применяются законные меры. На стационарных постах ДПС Гагарского района особо тщательно досматриваются грузовые легковые транспортные средства, следующие из республики в Российскую Федерацию. Кроме того, сотрудники проводят полный комплекс проверочных и оперативных мероприятий в отношении подозрительных лиц. За время проведения рейдов более 10 человек были доставлены в УВД по Гагарскому району для установления личности. Все они дактилоскопированы, сфотографированы, их личности установлены. Сотрудниками службы госбезопасности Абхазии задержаны 2 граждан России по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ. Детали в материале пресс-службы ведомства. 25 февраля 2024 года оперативными сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с УКОН МВД Республики Абхазия была реализована оперативная информация в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств на территории Республики Абхазия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Сухум по улице Генерала Дбар были задержаны 2 граждан Российской Федерации – Мартиросян Леонид Владимирович и Воронцова Евгения Сергеевна. Оба задержанных в присутствии граждан, привлеченных в качестве понятых, пояснили, что осуществляли сбыт наркотических веществ путем тайных закладок с целью личного обогащения. За указанные действия Мартиросян и Воронцова должны были получить денежную сумму в размере 100 000 рублей. В
ходе проведения обследования участка местности с участием Воронцова и Мартиросян в районе площади Свободы в парковой зоне, а также по улице Гули и Айтглара в городе Сухум были обнаружены и изъяты ранее сделанные тайные закладки, на которые указали задержанные. Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД Республики Абхазия, изъятое наркотическое средство является метадон. Общая масса изъятых наркотических средств составила свыше 11 грамм, что является особо крупным размером. 29 февраля 2024 года Следственным отделом Службы госбезопасности Республики Абхазия было возбуждено уголовное дело в отношении Мартиросян и Воронцовой по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В частью 3 статьи 224 УК Республики Абхазия. Незаконно хранимое наркотическое средство изъято в автомобиле жителя города Сухум. Возбуждено уголовное дело. Далее оперативная съемка МВД. При обследовании остановленного в ходе оперативно-профилактических мероприятий автотранспортного средства Toyota Voxy под управлением жителя города Сухум Джинджолия Гудисы Валиковича 1991 года рождения сотрудниками отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел в дверной обивке был обнаружен сверток из денежной купюры с белым порошкообразным веществом. Граждане понятые, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Денежный сверток номиналом 100 рублей. Итак, что мы видим? Обратите внимание, пожалуйста. Белое порошкообразное вещество. Что это вообще? Гражданин Джинджолия, где вы приобрели? Принадлежность изъятого к сильнодействующему наркотическому средству метадон определена при исследовании в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел. Гражданину Джинджолия вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. На период предварительного расследования последний отпущен под подписку о невыезде. Сотрудничество между городами-партнерами Сухумом и Нижним Новгородом обсудили в мэрии. Глава столичной администрации Беслан Эшба встретился с делегацией Нижнего Новгорода во главе с заместителем главы администрации Леонидом Стрельцовым. Подробности в следующем материале. В администрации города Сухум принимали делегацию из города-партнера Нижнего Новгорода. Делегация из Нижнего Новгорода в составе заместителя главы администрации Леонида Стрельцова и директора спортивной школы Олимпийского резерва по волейболу Александра Громова прибыла с визитом в Сухум для обсуждения итогового варианта дорожной карты совместных мероприятий на 2024 год. Глава администрации Сухума Беслан Эшба, встречая гостей, отметил, что вот уже на протяжении 13 лет с Нижним Новгородом налажено плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что общими усилиями нам удастся еще сблизить наши позиции, посмотреть с вами, обсудить сегодня, какие направления можем развивать. В основном это, наверное, социальный блок, это и по линии образования, культуры, спорта, молодежной политики, ну и деловое сотрудничество, конечно. Мы всегда рады бывать у вас в гостях. Очень приятно, что вы нашли время приехать к нам в гости. То время, которое вы выделили для посещения Абхазии, я думаю, что оно пройдет и плодотворным, и мы постараемся сделать так, чтобы вы получили максимально добрую, теплую обстановку. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов озвучил готовность к совместной работе в разных сферах – социальной политики, образования, здравоохранения, спорта, культуры. Я хочу передать теплые слова благодарности и приветствия от имени Юрия Владимировича Шалабаева, главы города. Вам выразить большую благодарность, что сегодня мы приехали к вам. Я первый раз в Абхазии и в Сухум. Я влюбился в этот город, в эту страну, сердцем чувствую. Это уже просто от себя, не по протоколу, извините, но я не мог это не сказать. Поэтому огромное спасибо вам за прием. Вчера мы провели очень приятный вечер, погуляли по ночному Сухуму. Я думаю, что эти впечатления в 1000 раз еще станут лучше по истечении этого визита. Дорожная карта совместных мероприятий Сухума и Нижнего Новгорода на 2024 год насчитывает более 30 пунктов. Сухумские команды и творческие коллективы приглашаются на спортивные и культурные мероприятия. Участники встречи, вспоминая об уже реализованных мероприятиях, обсудили те, которые запланированы и будут совместно реализовываться.
Очень важный вопрос взаимоотношения наших школ. У нас уже есть с вами взаимоотношения с двумя школами. 6-я школа города Сухум и 70-я школа города Нижнего Новгорода. Очень большой блок, что меня не может не радовать, у нас спортивный с вами. Да? Я, если позволите, хочу остановиться на тех мероприятиях, которые мы приглашаем вас в Нижний Новгород, изучив, которые вы даете предложение, обязательно сформируем наши команды, чтобы приехали поучаствовать в ваших мероприятиях. Александр Николаевич, как раз руководитель школы волейбольной, я хочу пригласить их в августе, вас, вашу команду на турнир международный по волейболу. Вся дорожная карта, там есть более 30 пунктов. С нашей стороны все подетально ребята разобрали, конечно, и я думаю, что мы практически постараемся, во всяком случае, если не 100%, но большую часть реализовать. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи рассказал об экономическом потенциале Сухума, о возможном сотрудничестве по вопросу параллельного импорта. Достаточно актуальным является вопрос параллельного импорта, поэтому в этой связи мы могли бы предложить свои, естественно, скромные, но тем не менее возможности. Я думаю, что они тоже будут для каких-то предприятий в Нижнем Новгороде интересны. Если мы говорим о Сухумском порте, то потенциальная его возможность по переработке грузов – это до 140 тысяч тонн грузов в год. Замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что сотрудничество с Нижним Новгородом приобретает новый импульс. С Нижним Новгородом у нас прекрасные отношения. Очень прекрасно, что вы сегодня приехали. Как говорится, на новом уровне даем импульс нашим взаимоотношениям. Будем работать по всем направлениям. На встрече с нижегородской делегацией также присутствовали руководители управления образования, культуры, спорткомитета. Они рассказали об участии в мероприятиях в Нижнем Новгороде и выразили заинтересованность к новому сотрудничеству. К примеру, уже готова команда для участия в конкурсе «Хочу стать десантником». Также обговаривался взаимный обмен творческими коллективами для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 803-летию Нижнего Новгорода и Дню города Сухум. Беслан Эшба и Леонид Стрельцов обменялись памятными подарками. Делегация Нижнего Новгорода посетила Сухумскую школу номер 6, школу-партнер Нижегородской школы. Гости столицы побывали также на ряде объектов культуры и спорта в Сухуме, в детско-юношеской спортивной школе номер 1, во Дворце спорта имени Сергея Багапш, встретились с тренерами волейбольной команды и по дзюдо. Делегация из Нижнего Новгорода также побывала в парке имени Тараса Шамба, в котором недавно была завершена реконструкция и который уже стал излюбленным местом отдыха горожан. Замглавы администрации Нижнего Новгорода поделился впечатлениями о посещении Сухума и о встречах, которые провел в течение дня. Очень впечатлены Абхазией, очень впечатлены городом Сухум. Очень приятно посетить этот город, наш город-побратим с Нижним Новгородом. Сегодня провели очень приятную и очень плодотворную встречу с Бесланом Федоровичем. Обсудили наши планы дальнейшие, обсудили очень подробную, на мой взгляд, очень объемную дорожную карту по реализации совместных мероприятий. В основном, конечно, в области социальной политики, спорт, культура, образования, ну и, конечно, немного в сфере экономики. Уверен, что сегодняшний визит с помощью и администрации города Сухум, все эти мероприятия будут реализованы, и города Нижний Новгород и Сухум, конечно же, на новом уровне, я думаю, взаимоотношения свои выстроят. Поэтому я очень благодарен и Беслану Федоровичу, благодарен всем замам, вообще в целом за теплый прием, за очень теплые и приятные впечатления от города и от Абхазии. Поэтому большое спасибо и ждем всех в Нижнем Новгороде. Амрамич Алексея Бухава, пресс-служба администрации города Сухум. 6 марта исполняется 95 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера, прозаика, журналиста, поэта, философа, сценариста и общественного деятеля. Фазиль Искандер прожил долгую жизнь и стал одним из главных прозаиков второй половины 20 века. Он создал великий литературный эпос «Сандро из Чегема», обогатил русскую прозу многими открытиями. Его сложный жизненный путь сочетался с относительно счастливой литературной деятельностью. Автор всегда оставался верен своей малой родине, Абхазии. Стремился сделать все для того, чтобы как можно большее число людей узнало и полюбило ее. В честь юбилея Искандера в Доме культуры Гагры открылась фотовыставка поэта, на которой представлено более 50 работ. Здесь можно увидеть фотографии его юности, молодости, студенчества, встреч с известными писателями, государственными деятелями, работниками культуры.
У нас представлено более 50 фотографий, уникальных, можно сказать, снимков из жизни великого писателя. Мы очень гордимся нашим соотечественником, тем, что он прославил нашу Абхазию далеко за ее пределами. У нас также планируется по этому поводу ряд мероприятий. 6 марта, в день рождения Фазиля Искандера, у нас пройдет тематическое мероприятие. У нас будет звучать проза, будет очень интересный вечер. Также у нас будет показ художественного фильма «Перерыв Валтасара» или «Ночь со Сталиным». Так что мы ждем всех желающих в Доме культуры города Гагра. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 2 и 3 марта на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 11-17. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.